Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. Огромное вам всем спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Слепое пятно. Что происходит у вас за спиной? Чего не видите? Но что, либо кто на вас, либо на вашу жизнь очень сильно влияет. Если тема вам интересна, присоединяйтесь. Посмотрите, пожалуйста, на песочек. Так и спросите, что за слепое пятно? Что там? Чего не вижу? Чего не понимаю? Что мне мешает? Либо на что обратить внимание? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас от нас скрыто, и то, о чем мы желаем знать. Так. Ну, я думаю, что вы все видите, да, вот этого персонажа. Это один. Здесь двое. И еще один в будущем. Значит, так, чтобы особо здесь врагов я не вижу, но есть такие люди в вашем окружении, на которых нужно прям обратить внимание и следить, послеживать за этими людьми, за их действиями. Начну я, скорее всего, с проблем в отношениях в семье, в паре, в браке. Значит, мои дорогие, может быть, для кого-то эта информация будет гром среди ясного неба, другие скажут, да, нет, это не может быть, да, и вот нет, никогда, но я все равно скажу. Если вы попали на мое видео, если вы дошли до этого момента, значит, вам нужно об этом услышать, узнать. Значит, смотрите, у кого-то здесь отношения в паре, ну, вообще не клеятся, не ладятся. В последнее время, несколько, может быть, месяцев, может быть, несколько недель, может быть, даже несколько лет, какой-то сплошной разлад идет между вами. Вот прям так любили, а теперь как будто бы вот в тягость друг к другу. Вот прям раздражение идет, злость какая-то идет, агрессия даже, может, идет. Как у вас к партнеру, так и у партнера к вам. Может быть, даже какая-то однобокость быть, да, кто-то один из вас вот прям лютует, хочется сказать. Значит, смотрите, здесь идут постоянные какие-то разговоры. За спиной мужчины стоит человек. Женщина, мужчина, я не могу сказать, потому что здесь нам пол не указали. У кого-то может быть мужчина, у кого-то женщина. Но то, что это идет от вашего партнера, это точно. Значит, этому партнеру каждый раз идут какие-то шу-шу-шу, бу-бу-бу, разговоры. И прям, знаете, прям такие вот, прям сковырнуть, да, чтобы там навредить. Вот, знаете, как хочется какашек накидать, да. Запах прям уже начинает идти. Это может быть мамочка вашего партнера, прям такая щепетильная дамочка. Может быть какой-то там дружочек, да, который там со своими корыстными целями, да, желает разбить счастье другу. А может быть даже и какая-то женщина, которая хотела бы вашего мужчину себе забрать. Так что, девочки, обращаем внимание, вашего мужчину накручивают, он приносит это все, значит, нехорошее домой, оно там распространяется, споры, ссоры, обиды, надутость, это все начинает присутствовать в вашей жизни. Если мужчина вдруг без видимых на то причин, да даже если и с видимыми причинами, это вообще не важно, вдруг стал холодный, злой, агрессивный, сам вот в себе, да, раздражается по поводу и без, знайте, что там что-то у него сзади нечисто. Вы этого не замечаете. По какой причине не замечаете? Да потому что вы не видите основной причины. Вы вот этот свой гнев, да, вот эту свою претензию, вы концентрируете на вашем партнере. То есть как будто бы это он
Он есть источником этих всех неприятностей и зла. То есть понятно, что вы на него обижаетесь, понятно, что вам от него прилетает, да? Вы им недовольны. Но то, что за ним стоит кукловод, который дергает за веревочки, вы даже и не догадываетесь. Может быть, и догадываетесь, но знаете так, постольку-поскольку, да? Все-таки больше агрессируйте в сторону своего партнера, потому что от него, да, от него вот этот вот поток идет. Значит, что я хочу сказать? Здесь нужно вот всеми правдами и неправдами вырывать вашего партнера из лап вот этого кукловода. Потому что это доминирование, оно мне совсем не нравится, вообще не нравится. Ни к чему хорошему это не приведет. Если мамочка там щепетильная, да, там сынулечку, да, или дочурочку обижают, да, вот такой плохой партнер, такой плохой там жена плохая, муж плохой, недостойные, да, недостойные мои деточки, девчонки, ну нужно тогда блокировать там, либо парни. Нужно, понятно, что маму нужно там любить, уважать, подарила жизнь, святое и прочее, прочее. Но маме ходу в ваш дом, в вашу семью, в вашу постель нету. Вот прям запомните для себя. Здесь нужно стараться сделать так, чтобы она по минимуму информации получала о том, что происходит у вас дома в семье. Плюс с мужчиной должны происходить, либо с женщиной, вот смотря кто меня смотрит, постоянные беседы о том, что ты и я, мы теперь семья. Семья. Маму можешь любить, уважать, к ней ходить, но маму там расстраивать, да, нашими проблемами, либо тем, что мы там кушаем, как мы там спим и что мы делаем, не стоит. Не стоит ей почастую все рассказывать, потому что она в возрасте, она может там переживать, там накручивать себя, не надо. То есть здесь нужно информацию всеми удобными, неудобными, возможными и невозможными способами блокировать, отрезать. Если дело касается друга какого-нибудь, то это очень легко. Здесь просто можно с этим другом встретиться и, знаете, как дать ему там жару, да, не стесняясь в выражениях. Если есть соперница, здесь, конечно, тоже будет посложнее. Почему? Потому что соперница у вас очень хитрая. Хитрая, такая прям, знаете, опытная в этом деле. Ну, тут, знаете, как женщина-жук, да. Такая вот везде пролезет, везде залезет, и все ей везде надо. Значит, смотрите, у этой соперницы могут быть помощники. Либо, знаете, она... Ну, я не могу сказать, что она там ведунья какая-то, в чем-то разбирается, но у нее могут быть какие-то помощники, которые, значит, в этом деле ну, давно присутствуют, либо практикуют. Значит, здесь на мужа обязательно вешаем обереги, чистки ему делаем. И, девочки, тут самое главное, его от себя не отталкиваем. И, ну, вот знаете, он на вас кричит, например, да, либо там претензия, а вы ему улыбнитесь, скажите, я тебя люблю. Вот и все, вот я тебя люблю. Вот всегда вот доброта, любовь и открытость – самое лучшее оружие против агрессии, гнева и прочих неприятностей. Запомните, если вы будете с ним бодаться, если будете отталкивать, если будете обижаться, ну, тут уж ничего не поделаешь. Понятно, что, вот знаете, есть такое выражение «доброе слово и кошке приятно». Я ничего не хочу сказать про вашего мужчину, я просто говорю такое выражение. Не зря ж люди его придумали, да? Значит, девчонки, доброта, ласка. Соперницей, ну вот именно добротой вы ее победите. Но она может быть сейчас вам и не соперница, а может уже соперница. Но опять же таки доброта, открытость, радушие, любовь – это то, что поможет вам вернуть вашего мужчину, вернуть мир, покой и согласие в вашу семью, в ваш дом. Значит, здесь нужно разбираться, здесь нельзя пускать на самотек. Ваш мужчина не сам по себе таким стал, да, и не просто так на ровном месте, да, эти все претензии начались. Здесь есть виноватое лицо, и это не ваш муж. Да, конечно, он виноват, что он ведомый человек, что он впитывает в себя этот негатив, вот эти все накрутки, он к ним серьезно относится. Но серьезно, да, вот прям разберитесь в ситуации, кто, откуда ноги растут у этой проблемы, потому что они реально растут, и чем дальше, тем длиннее становятся. Нужно немножечко укоротить, а лучше вообще отбросить эти ноги, да, которые вам мешают. Разбирайтесь, девочки, потому что это союз хороший, мужчина ваш хороший, и вы хорошая. Вам бы вместе быть, жить в свое удовольствие, жить в свою радость. Не позволяйте никому разрушать свои отношения. Дальше смотрим. Здесь мне не очень нравится вот этот персонаж. Это какой-то... Но это вот прям с вашей стороны, это против вас. Значит, здесь женщина, видная женщина.
Она такая, знаете, за собой следит, либо может, знаете, вот как выделяться, да, чем-то выделяется она из толпы. Она вам соперница именно в работе, в делах. Она вас, ну, не то чтобы недолюбливает, это не то, наверное, да, слово, но и плохо говорить не хочется. Значит, она считает, что вы для нее опасны. Для нее, для ее будущего, для ее, там, я не знаю, жизни и прочего-прочего. Если вы девушка, например, у которой есть роман с женатым мужчиной, то будьте уверены, жена обо всем знает, и она догадывается. И она не спит, не ест, а все думает, как бы с вами разобраться, да? Как бы вас, ну, скажем так, нейтрализовать, да? Потому что, ну, а кому хочется терять, да, никому не хочется. Она будет бороться за свое. Даже если там чувств нет, если любви нет, если живут они как кошка с собакой, все равно она будет бороться за свое. Поэтому вы должны это знать. Знать, что она, может быть, сидит там, молчит, притаилась, но она про вас знает. И она постоянно 24/7 думает, что бы мне такого сделать, чтобы от соперницы избавиться, то есть от вас, получается, да. Здесь нужно быть крайне аккуратной и знаете, если любите, тогда будьте вместе. А если есть какие-то другие там вопросы, которые не позволяют вам быть вместе, значит, это не любовь. Вот так я скажу. Здесь вам нужно разбираться тоже будет со своим мужчиной, ставить, может быть, вопрос ребром, потому что дальше вот так продолжать, это, понимаете, ему-то ничего не будет. А вот у вас могут быть неприятности из-за этой ситуации. Даже если он там вам все время говорит, да, ее там нету, она там где-нибудь там в деревне, она ничего не знает, она там тихая, спокойная, мы там как друзья. Неправда это. Все она знает. И мужчину своего, она будет за него драться, девчонки. Драться будет, ну прям сурово будет драться. Она мужчину этого не отпустит. Он у нее либо, ну как... Либо как кормушка идет, понятно, да, кто хочет лишиться кормушки, особенно если еще там дети есть. Но с другой стороны, а почему, если он детей наделал, то он должен женщине гарантировать, что он будет ее поддерживать, да, и детей будет поддерживать. А с другой стороны, она еще, может быть, боится какого-то, ну, одиночества, может, не боится, потому что явно у них там все не в порядке. Боится, может быть, разговоров, что вот она такая там сякая, что муж там от нее к другой ушел. Вот этого может бояться, да, вот гордость какая-то, может быть, у нее есть. Значит, женщина вам опасно идет. Вы, может быть, так, ну, вы догадываться можете, да, а у большинства отыграется, что девушка верит своему мужчине и думает, что жена ничего не знает, либо там, да ей все равно, да. Нет, это не так, совершенно не так. Женщина идет вам опасная. Мне вот она не нравится. И видите, у нее в руках топор. Вот это мне тоже очень не нравится. Ну, какой-то прям, может быть, очень острый момент с этой женщиной. Травмоопасный, я бы даже сказала. Не дай бог, конечно, но тем не менее, чтобы вы понимали. Здесь я не виню вас, девчонки, не виню ни разу, потому что вижу, что здесь, скорее всего, мужчина виноват. Мужчина не может разобраться со своими женщинами, со своими чувствами. Это его проблема, не ваша. Понимаете? В том, что вы влюбились в него, я не вижу никакой проблемы. А в том, что она, ну, ладно, опустим, да. Тут мужчина должен разобраться, мужчина во всем виноват. Не он, не вы, вернее, не она, не вы не виноваты, а виноват мужчина. Так, дальше идем. У кого-то очень неприятные соседи, очень неприятные, доставляют кучу дискомфорта, либо доставляли, либо сейчас доставляют, возможно, еще в будущем будут доставлять. Значит, там люди какие-то непробиваемые, твердолобые. А вот когда вы с ними ходите, ругаетесь, я вот такую вам вещь скажу. Скорее всего, вот эта ругань, которая между вами происходит, либо какие-то стычки, скандалы, они этих людей, как, знаете, воодушевляют, что ли, да. Вот они там вам нахамили, нагрубили, наматерились на вас и чувствуют себя такими прям а-ля герои, да. Вот эта вот безнаказанность, вот эта фривольность просто, ну, голову срывают напрочь у этих людей. Значит, вот это, что они делают, ну тут какая-то женщина что-то делает. Вот это от нее идет, почему-то вот от женщины. Такая женщина неприятная, может, кстати, прибухивает. Но она специально это делает, потому что ей нужен этот экшен, да, чтобы люди приходили к ней, ругались, а она там всех обматерила, всех послала куда подальше и чувствует себя королевишной. Если люди меньше будут на нее внимание обращать, на вот эти все ее
Мгм. Тогда будет намного проще решить эту проблему, потому что она будет искать зрителя, публику, либо жертв, да, на которых она может отыгрываться. Сама она там какая-то забитая идет, то есть ее там обижают, где она находится, но она как вымещает вот это все свое негодование на тех, кто приличный, да, тот, кто не полезет там драться. Такая женщина. Я хочу вам сказать, что женщину эту пока не трогайте. У этой женщины что-то произойдет, что-то случится прям такое трагичное. Либо с ней, либо с теми, кто прям там с ней рядом находится. Вам, кстати, вот это мучиться осталось совсем немножко с этими соседями. Там буквально месяца 2-3, и не будет их там. Да? Там будет тихо, там как будто бы никого не будет в той квартире, да, откуда вот проблема идет. Поэтому лучше дождитесь. Дальше. Работа у нас идет на работе. На работе закрытые двери идут. Закрытые, просто закрытые. Но закрытые они с вашей стороны. Вот чтобы вы понимали. Вы думаете, ой, начальник плохой, не дает мне повышения. Ой, начальник плохой, зарплату мне там зажимает. А на самом-то деле с вашей стороны закрыто. Открой ручку, выйди в другую комнату, да, и будет тебе лучше. То есть нужно идти просить, нужно идти, не бояться, не стесняться, а просить, говорить, ну как даже не просить, что обсуждать, да, обсуждать. Почему вы должны просить? Обсуждайте, говорите, что я достойный сотрудник, я профессионал, я знаю то, делаю столько много всего. Вот считаю, что мне нужно платить вот такую сумму. Да. С такой суммой я согласен там, либо согласна работать, либо обсуждать работу. Это очень важно. Плюс еще кто-то у меня очень талантливый сидит. Невероятно талантливый человек, но очень какой-то забитый. Простите за это слово, но по-другому сказать я не могу. Человек, который сам себя, знаете, как... Вот люди даже могут говорить: Господи, как хорошо ты поешь, либо как ты там хорошо там рисуешь, вяжешь, готовишь, да, то есть люди закидывают просто комплиментами, восхищаются, да, вот искренне восхищаются, а человек говорит: да ну нет, да ну я в себе сомневаюсь, да ну я себе не верю. Вот это просто беда ваша, бич ваш. Здесь очень важно переломить себя. Как раз вот знаете, что делаете? То, чего больше всего боитесь, вот то и делайте. И делайте через страх, через не могу, через вот этот пот, испарину, но делайте. Вы знаете, такие хорошие у вас возможности пойдут, и перспективы хорошие. А вы вот меня простите, но я вижу, что вы не только вот таким видным мастером станете в этом деле, но вы еще как обучать людей будете. Это же просто прекрасно. Вы же будете делиться и нести это прекрасное в массы, в люди. Это просто, ну, пушка, понимаете? Занимайтесь. Через себя, через силу ломайте вот эти стереотипы, ломайте свои комплексы, ломайте свои эти шоры и зажимы. Кедрини, фени, все ломайте. Вам путь вообще открыт. Вас, ну как вам сказать, да, иногда вам не дают взлететь туда, куда вы хотите, да, в том направлении, куда вы хотите, потому что вас специально вот оставляют там, где вы есть, чтобы вы раскрывались, чтобы вот прям поместить вас в такой инкубатор, чтобы вот этот ваш талант вырос, да. То есть я просто приведу вам утрированный пример. К себе не приписывайте. Это просто пример. Ну, например, женщина, да, замечательная, добрая женщина, которая умеет шить, да, допустим, шить, либо вязать. И значит, эта женщина в один момент вдруг по какой-то причине лишается средств к существованию. Она начинает искать, где мне взять денег. И получается, где я могу взять деньги, что я умею. Я умею шить. Значит, я начинаю шить, я показываю свои вещи, предлагаю их людям нравится, люди покупают туда-сюда. Я делаю свое любимое дело, я приношу пользу людям, плюс сама в плюсе остаюсь. Через время я открываю свое, например, ателье. Да? Понимаете, о чем я говорю? Вот и у вас такая ситуация может быть. Кто сейчас у меня заблоченный, у кого сейчас ничего в жизни не происходит, кроме какого-то сплошного разочарования и болота, значит, обязательно разберитесь с собой. У вас есть какие-то скрытые таланты и способности. Вы нужны этому миру, вы нужны людям. Подумайте о том, что вы можете делать. Подумайте о том, чем вы можете порадовать этот мир. И обязательно вот прям налегайте на свой талант, налегайте на свои особенности, способности, таланты, и будет у вас от этого большое-большое благо. Тут и деньги пойдут, и удовольствие пойдет, и какой-то стремительный рост. Понимаете, вот что будет. Поэтому, милые, обращайте внимание на себя.
Так, и еще самый важный момент, чего вы не знаете. А вы не знаете, что у вас невероятно сильный ангел-хранитель, невероятно мощнейший, я бы даже так сказала. У кого-то очень сильный род, у кого-то вот, ну, ангел, у кого-то духи, да, вот прям какой-то один дух. Кстати, дух женщины, женщина с горбиком идет, с горбиком, либо, ну да, как горбатый человек, либо проблемы со спиной были, в платочке, в беленьком. Женщина на М, ее зовут, имя на М. Кстати, может и Мария, а может и не Мария, а может еще какой-то на М. Не, так я не пойму, нет, я вторую букву не прочитаю. Смотрите, ангел, вот прям подсказочки кидает вам. Подсказочки идут от людей и через сны. А вот духи рода, ну тут такой прям оберег у вас сильнейший стоит. А здесь от беды такой вас вот прям пару раз спасали. Ну кто понял, тот понял, потому что вы этот момент прочувствовали. Для вас это чудом как прошло. Прям от беды. Могли и вас спасти, могли спасти вашего ну, ребенка, да, самого близкого, самого любимого человека. Значит, что? Почаще благодарите своего ангела и почаще благодарите духов своего рода. Даже не зная имен, даже не зная, как обращаться своими словами, просто почаще говорите спасибо. Либо еще такая практика, да, вот для девочек, я уже говорила, по-моему, в каком-то видео, очень хорошо утром, когда просыпаетесь, сразу подойти к зеркалу, посмотреть на себя и сказать: ангел мой, будь со мной. Со мной по пятам ходи, беду от меня отводи. Девочки, вы даете разрешение вашему ангелу действовать активно. Понимаете? А обычно как? Когда беда приходит, тогда мы обращаемся к Создателю, к ангелу, кому мы только не обращаемся. Но когда у нас, в принципе, ничего плохого не происходит, мы про это вообще даже не думаем. А есть такие ситуации, где ангел мог бы помочь. Но поскольку мы не попросили, не пригласили его, да, к себе, не притянули, он ничего сделать не может. А так каждый день вы даете разрешение вашему ангелу-хранителю, не кому-то, а именно ангелу-хранителю, быть с вами и вам помогать, когда это особо необходимо. Либо, например, вы не совсем догадываетесь, что может произойти, а ангел может эту ситуацию для вас повернуть в хорошем направлении. Будет просто замечательно. Так, мои дорогие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.